Он сделал как подозрительный. Да. Тут редиска, Это это что, к чаю, что ли? Он на бардак. И его турбовод. Борис плохо работал, он предупредит хорошо. Нет, ты садись, наоборот. Нормально, едем на аркану. Иногда прямо вот так, маэстро так. Помню твою кличку, Гарамашвили. И потом точно попадали. Он тогда действительно был похож на бразильского стиля, да, такой темный. Яблочко, как еще Вот о себе и о Дурды я могу сказать, что мы попали случайно. Совершенно. В художественное училище. Уже 8 класс кончали. И кроме этого, значит, мы там провинились в детском доме. Там нашкодили, в общем-то. И нас решили наказать. Не то, что наказать. Ну, сказали, вы уже в возрасте, вам надо уже идти выбирать дорогу. И предложили нам школу механизации, значит, в Ашхабаде. И вот там он выбрал там тракториста, скажем, я решил стать бульдозеристом. Приехали специально уже поступать туда. И только случайная встреча. Поступили? Да, уже нас зачислили, да. Через 3 дня должны были уже начать. Уже все, уже там начало, да. Ага. И вот вдруг случайно Комич был. Говорит, да вы что, вы же так хорошо рисуете. Поступаете в художественное училище. Мы у него спрашиваем, а что это такое? Он говорит, ну как это что? Помнишь, в детском доме там на стене висят, говорят, портреты? Художник вы хотите Да. быть? А в детдоме Там пытались нет. как художник, да, в кавычках. А вообще представлений-то никакого не было. Художники всех времен писали Мадонну как прекрасную женщину с младенцем на руках. Его, Дурды Байрамова, Мадонна стара. Она идет не по облакам, а по суровой, трудной земле. Моя Туркмения, она должна быть связана с трудовой женщиной. Молодые там женщины могут быть, и могут быть и вдовы, которые остались вот от войны. И вот эта вот внутренняя красота, вот эта вот материнская ласка. Вот это настоящие женщины, матери, перед которыми я всегда преклонялся. Я одну женщину знаю, кто бы ни пришел к ней, обязательно найдет вот с этим человеком общий язык. И ласка, и мудрость. И вот как она одевается, вот как она ходит, как она там берет чайник, заваривает чай, подает или там уносит, приносит. Вот ее движение. Пластика жизни. Вижу такую в них доброту, несмотря на то, что очень жестокая жизнь была. Значит, война, может быть, кто-то остался без сына, без мужа. И в то же время остаться вот таким вот добрым, настоящей матерью. Я таких женщин я обожаю. Беспризорник и детдомовец послевоенных голодных лет сегодня стал известным художником, лауреат премии Ленинского комсомола страны, заслуженный деятель искусств Туркменистана. Полотна Дурды Байрамова можно увидеть и в Москве, в Третьяковке, и в далекой Дрезденской галерее.
его однокашникам везло на учителей. Педагоги, они были молодые. Вот. Они только-только с института пришли к нам в училище, и вот это желание нас и их, вот эта молодость и их желания как-то совпали. Что ли, Это было время какое-то. Помню, как первая же комната слева, там каждый день постоянно вечерний рисунок был. Иногда педагоги проходили, смотрели, как сидят, работают. Очень здорово. И вот эту вот технику акварели, вот лучше нее никто не объяснял. Сперва по компону не нажимай, потому что акварель через акварель будет видно, это карандаш. Что говорю, ряд, он акварель, когда кладешь, говорит, сразу не бери, не бери. А вот постепенно набирай цвет. С кем учишься на курсе, тоже это очень важно. Станислав Бабиков, очень большой мастер. Я обожал вообще это. Я у него учился, хотя он не очень уж далеко ушел от меня по возрасту. Или вот Изат Клоч. Не преподавал он ни в училище, ни в институте. Я у него учился всю жизнь. Дмитрий Спиридонович Бисти, который тоже официально не учил ни в институте, ни где. А я у него учился в мастерской. Я у него и до сих пор учусь. Я говорю, что мне просто повезло вот этими людьми. Геннадий Яковлевич Брусенцов, преподаватель художественного училища. На всю жизнь стал он главным учителем для Дурды. В разрушенном землетрясением Ашхабаде он давал Дурды уроки доброты, дарил ему кисти и краски, подкармливал бывшего детдомовца. Но были в жизни Байрамова и иные уроки. Я от голода, значит, у одного там клевер растет, я, значит, пошел туда, лег и начал есть этот клевер. И кто-то меня сзади бил, а я думал, что, ну, пусть бьет, я хоть наемся, а потом, значит, каким-то путем я, значит, убегу. Вот это вот трудная жизнь, тяжелые, может быть, условия, особенно детства. Все это повлияло и на его человеческие качества. Часто бывает так, что человек, прошедший суровую школу жизни, становится жестоким, жестким. С Дурдой, слава Богу, этого не произошло. И вот это качество человека, живущего на этой земле, живущего ее нуждами, ее и трагическими какими-то ситуациями, и радостями. Вот мне вспоминает показалось, что московский это наиболее художник такой вот Дмитрий Спиридонович острый, Бисти. очень интересный художник, который действительно всецело отдан своей любимой родине, будем так говорить. И не надо бояться этого слова. Видимо, вот та жизненная школа, которую он прошел, она дала ему возможность воспитать в себе вот такого доброжелательного человека, который готов и другим отдать то, что он знает, то, что он умеет. Его такое бескорыстие служения искусству, с одной стороны, и бескорыстие по отношению к людям, с которыми он связан каждый день. И поэтому не случайно совершенно, что он организовал как бы школу, где учатся молодые ребята, смену, так сказать, которая придет ему. Часто свою жестокость или равнодушие мы оправдываем жестокостью и равнодушием времени. Но есть люди, которые добры и человечны во все времена. Многие считают Дурды Байрамова чудаком. Зачем ему это надо? Брать на себя многохлопотную роль попечителя, снабжать их холстами и красками, выводить на этюды. И главное, он никогда не жалел для них самого дорогого – своего времени. Дурды Байрамов считает, период становления – один из самых опасных в жизни художника. И так важно не дать угаснуть их таланту. Он оказался довольно любопытным и интересным педагогом. Он, обучая кого-то, он
воспитывает, вот он сам при этом воспитывается, сам учится очень много. И в этом как раз настоящего преподавания. Главное качество – учиться друг у друга. Не становиться над учеником, а делать его сотоварищем, своим коллегой. Вот это и есть воспитание. Художника научить нельзя быть, но художника надо воспитать. И вот этим-то, собственно, занимается Дурдэ. Он воспитывает в человеке художника. В человеке воспитывает человека. И поэтому, может быть, иногда, к сожалению, узнаю, что он в среде даже своих художников иногда кажется белой такой вороной. Потому что не все люди его даже понимают, как это так можно бескорыстно кого-то обучать, бескорыстно служить искусству. Мне пришлось столкнуться с несколькими его учениками, которых он подвигнул, если хотите, на служение искусству. Вот я знаю очень хорошо его учеников, и Джерену, и Ладу. Он в них воспитал художников, отношение к жизни, он в них воспитывает их лучшие человеческие качества, потому что он сам является таким. Чудачество Дурды Байрамова обходится ему недешево, и в самом прямом смысле. Он буквально убегает от выгодных заказов, зато любит дарить свои полотна. К столетию родного города он подарил Ашхабаду почти 200 картин и рисунков. Вот и недавно он опять удивил всех. Пришли, в общем-то, дети интерната слабовидящих детей из города Ашхабада. И, в общем, конечно, я с ними ходил по выставке, в общем, объяснял. И почему-то сразу вспомнил где-то вот свои детские годы, вот детский дом вспомнил. Очень много вопросов задавали. Видно, что дети не очень хорошо видят. Они больше смотрели на работы, которые размером чуть побольше. Художник спросил их, что вам подарить? Один из его маленьких гостей ответил, сделайте для нас портрет великого поэта Махтум Кули, только очень большой, чтобы мы смогли его разглядеть. Это не чудачество, не донкихотство. Дурдэ убежден, одаривать людей призвание художника. И этот портрет Махтум Кули Дурды Байрамова не просто акт милосердия, это слово художника, обращенное к будущему.
Художник, он не может быть без работы, потому что работаешь ты не для себя. В общем-то, произведение искусства тоже живот. Оно тоже должно работать, как и люди, как жизнь. Можно увеличить музей, допустим, скажем, понимаете, вот можно, не могу сказать, вот раздать это народу, допустим. Но мне бы очень хотелось, чтобы в каждом кабинете, что ли, вот это вот в школе, в учебных заведениях, средних, высших, и в колхозах, совхозах, в учреждениях, чтобы висели, чтобы присутствовало искусство, чтобы полотна эти, вот они чтобы играли, чтобы они жили. Короче, чтобы они работали, чтобы они выполняли свое назначение. Картины Дурды Байрамова работают. Они идут к людям и говорят с ними на своем безмолвном языке. Прислушайтесь, и эти холсты поведают вам о красоте, о бескорыстии, о теплоте и человечности.